Здравствуйте, телезрители! Сегодня с вами в эфире Чебоксарский межрайонный природоохранный прокурор Бородина Ирина Михайловна. Я бы хотела осветить вопрос, который часто возникает при обращении граждан: как правильно обустроить и надлежащим образом эксплуатировать выгребные ямы. Дело в том, что у нас существуют санитарные нормы и правила 1988 года содержания территорий населенных мест, в которых установлено, что для сбора жидких отходов от неканализованных домовладений, то есть тех частных домовладений, в которых отсутствует канализация, которые не подключены к централизованной канализации. В данном случае в этих домовладениях должны быть установлены выгребные ямы, куда собираются жидкие отходы. Устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства чистки этой решетки передняя стенка данного сооружения должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. Удаленность, расстояния, на которых они должны быть сооружаться от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок, мест отдыха, не менее 20 метров и не более 100. На территории частных домовладений, дворовых уборных до домовладений, расстояние определяется самим собственником, домовладельцами, может быть сокращено до 8-10 метров. Но это на территории частных домовладений. В конкретных ситуациях уже вопрос решается с учетом мнения общественности, администрации, органов местного самоуправления, административных комиссий. В условиях децентрализованного водоснабжения, то есть именно водоснабжения, когда не подается вода централизованным способом, дворовые уборные должны быть удалены и от колодцев на расстоянии не менее 50 метров. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но должна быть не более 3 метров, и заполняемость выгреба нечистотами не выше, чем 0,35 метров от поверхности земли. Соответственно, выгреб должен регулярно очищаться. Для этого существуют на очистных сооружениях соответствующие устройства, сливные станции. Выгребы должны очищаться непосредственно, это обязанность домовладельцев, собственников этих выгребных ям, по мере накопления, но не реже 1 раза в полугодие. Помещения дворовых уборных должны содержаться, соответственно, в чистоте, обрабатываться растворами хлорной извести, нафтизола, креолина и так далее. За то, что выгребные ямы обустраиваются за пределами земельного участка, предоставленного гражданину, например, на землях общего пользования на улице, за это предусмотрена ответственность за самовольное обустройство, за самовольное занятие земельного участка по статье 7.1 Кодекса об административных правонарушениях. Наказание административного штрафа определяется в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка от 1 до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 5000 рублей, должностных лиц от 1,5 до 2% кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей, и на должностных лиц от 2 до 3%. А если кадастровая стоимость земельного участка не определена, то для граждан штраф составляет от 5000 до 10, для должностных от 20 тысяч до 50 и на юридических от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Согласовывать размещение данных выгребных ям какими-либо органами, администрациями, с органами Роспотребнадзора не требуется. Просто необходимо каждому, кто обустраивает данную выгребную яму у себя на участке, помнить и знать правила санитарные, эпидемиологические правила 1988 года, о которых я сказала. По возмещению ущерба, причиненного окружающей среде. Законом об охране окружающей среды установлено, что ущерб, причиненный окружающей среде, возмещается в полном объеме на основании такс и методик, а при их отсутствии по фактическим затратам. Издан Пленум Верховного Суда 30 ноября 2017 года, номер 48, который говорит о том, что ущерб возмещается вне зависимости от того, привлекается ли виновное лицо к административной либо уголовной ответственности. То есть ущерб в окружающей среде должен возмещен быть в любом случае. Так, прокуратурой еще в 2015 году
обратилась в суд к ООО «Теплоэнергосети» за нарушение, в результате которого были с превышением установленных нормативов сбросов с эксплуатируемых очистных сооружений осуществлены в поселке Атлашево сброс загрязняющих веществ в водный объект. В результате водному объекту был причинен ущерб на 3 с лишним миллиона рублей. Решением суда 2015 года исковые требования были удовлетворены. С общества было постановлено взыскать причиненную сумму ущерба. Но ввиду того, что общество не в состоянии было сразу выплатить такую достаточно большую сумму, обществу была предоставлена отсрочка по решению суда до 2019 года. И вот во исполнение решения суда общество возместило в полном объеме ущерб, причиненный окружающей среде. В настоящее время очистные сооружения эксплуатируются другим предприятием МУК ЖКХ «Атлашевская». Необходимо знать, что возмещение ущерба возможно в денежном выражении, либо в натуре. По решению суда и по инициативе сторон возможно, когда ущерб не возмещается в натуре, то есть невозможно восстановить окружающую среду, какие-то компоненты ее утрачены, тогда частично ущерб может быть возмещен, где возможно возмещение в натуре, а где невозможно провести, допустим, рекультивацию земельного участка, утратился биоценоз и, допустим, причинен ущерб животному миру, изменена экологическая обстановка и ситуация на данном земельном участке, тогда дополнительно ущерб может быть возмещен в денежном выражении. Но в любом случае по решению суда определяется по инициативе истца, в каком случае ущерб возмещается в натуре, а в каком случае в денежном выражении. О вопросе, который волнует очень многих граждан, это порядок использования собственного участка для добычи недр подземных вод. То есть, в соответствии с статьей 19 Закона о недрах, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы имеют право осуществлять в границах данных земельных участков использование для собственных нужд подземных вод. Но в законе заложено, что объем извлечения должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, и осуществляется добыча этих подземных вод из водоносных горизонтов, которые не являются источниками централизованного водоснабжения, то есть там не подается вода централизованно на весь поселок, допустим. И расположены данные водоносные горизонты, где вы хотите осуществлять для собственных нужд добычу подземных вод, над водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения. Порядок использования в данном случае земельных участков определен Кабинетом министров Чувашской Республики за номером 72 от 12 марта 2014 года. В данном порядке сказано, что за 20 календарных дней до начала осуществления работ по добыче подземных вод желающие должны направить в Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, расположенное по улице Ленинградской, 33, письменную информацию о своем намерении использовать земельные участки. В данной информации должны содержаться следующие сведения: о собственнике земельного участка, пользователе, владельце, арендатора, адрес, контактные данные, телефоны лица, который направил информацию, местоположение земельного участка. Далее должно быть указана цель, назначение предполагаемого использования земельного участка, местоположение, площадь, кадастровый номер, категория и вид разрешенного использования земельного участка. И самое главное, о сроках и объемах извлечения подземных вод и глубине используемых водоносных горизонтов. Министерство рассматривает данную информацию в течение 5 рабочих дней со дня поступления. И в случае, если используемый водоносный горизонт является источником централизованного водоснабжения, Министерство направляет заявителю уведомление о невозможности проведения данных работ. Во всех остальных случаях возможно использовать для собственных нужд подземный горизонт. Леса – это наше богатство, это возобновляемый природный ресурс, но их надо беречь. Для этого установлены в Лесном кодексе определенные правила.
В условиях особого противопожарного режима при наступлении 4-5 класса опасности, особого высокого, возможно запрещение посещения граждан лесов. В настоящее время у нас действует 2 класс опасности. Но с 1 мая у нас введен особый противопожарный режим, в результате которого граждане обязаны соблюдать определенные правила. Запрещается разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора на землях лесного фонда и прилегающих участков. Правилами установлено, что прилегающие к землям лесного фонда земельные участки должны быть освобождены от сухой растительности, от отходов, ограничены минерализованной полосой от территории лесного фонда во избежание перехода огня с одной территории на другую. Данное правило действует на всей протяженности противопожарного режима. Освобождение и расчистка прилегающих земель к лесному фонду осуществляется с момента схода снежного покрова до наступления дождливой погоды устойчивой, то есть практически до ноября месяца. Данные прилегающие участки должны содержаться именно в таком состоянии. Должны быть расчищены, и минерализованные полосы должны периодически обновляться. На территории Чувашской республики в прошлом году не допущено ни одного пожара. Давайте совместными усилиями предпримем все меры к тому, чтобы и в этом году не допустить ни одного пожара на территории республики, в лесах. Дело в том, что пожары от отходов, от сухой растительности, от неосторожного обращения с огнем, а именно, когда граждане бросают окурки, разжигают костры, оставляют бесконтрольно, тем более, когда осуществляются сельхозпалы, которые запрещены, и запрещено выжигание растительности на своих участках, так как огонь – это стихия, и она не подконтрольна человеку, и возможно сжигание больших площадей, разнесение ветром, а может быть и в сложившейся ситуации, и в определенную погоду повлечь загорание на больших площадях, причинение ущерба имуществу как участникам, соседям, так и непосредственно растительности. В данном случае предусмотрена ответственность за неисполнение требований пожарной безопасности, то есть за захламление, за неуборку порубочных остатков, за нерасчистку территории по статье 8.32 Кодекса административных правонарушений. Повлекли ли они вникновение возгорания или нет? Ответственность наступает по статье 8.32 Кодекса административных правонарушений. В условиях особого противопожарного режима ответственность удваивается. Прокуратурой внесено 10 предостережений администрациям поселений и районов, чьи участки прилегают к лесному фонду, которые не могли бы не принять меры по расчистке прилегающих территорий. В итоге, после проверки 10 этих особо участков, которые подвержены угрозе, установлено в 6 случаях не проведены соответствующие работы и не обновлены минерализованные полосы, после чего внесено 6 представлений главам этих административных муниципальных образований, 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, работы выполнены. Я попрошу всех быть осторожными в обращении с огнем и беречь лес. Спасибо, всего доброго.